Территория, на которой проживал коми-народ, была объединена в один регион почти век назад, а точнее 22 августа 1921 года. У республики Коми интересная история. Живут здесь дружно люди разных национальностей. А еще наша Коми-земля славится своими недрами и природой. Сегодня мы предлагаем совершить небольшое путешествие по республике, заглянуть в некоторые дальние уголки нашей Родины. Мы на Полярном Урале. Кстати, эта железнодорожная станция именно так и называется – Полярный Урал. Она находится в месте пересечения Северного полярного круга и границы между Европой и Азией. По этой железной дороге можно доехать из Москвы до Лабытнанги, Ямало-Ненецкого автономного округа. Это единственный действующий участок трансполярной железнодорожной магистрали, задуманной Сталиным. А еще здесь параллельно рельсам начинает свой путь река Соби. А это уже Вуктыльский район, село Подчерье. Стоит на реке Подчерем, одном из красивейших притоков Печоры. Протекает река вдоль Уральского хребта. Пейзажи здесь удивительные, как и само село Подчерье. А удивительно оно тем, что это единственный населенный пункт, расположенный на территории национального парка Юга-2. Старинное селение возникло на берегу реки еще в XVIII веке. Сюда приехали переселенцы с Вычегды, Сысолы и Удары. В 1784 году здесь уже было зарегистрировано 8 дворов и 39 жителей. Самые распространенные фамилии – Мартюшевы да Мезенцевы. Сегодня в Подчере проживает меньше 700 человек. Переместимся в другую точку национального парка Юга-2, на Приполярный Урал. Это гора Еркусей, или Шаман-гора. У ее подножья протекает река Балбанью. По поверьям коми-народа, на вершине Еркусея проживает могущественный бог северных ветров Войпель, большой ценитель тишины. Он обязательно нашлет снежную бурю на того, кто нарушит здешний покой. Так что путники старались громко не разговаривать, а еще оставляли подношения, чтобы задобрить строгое божество.
Даже в наши дни на горе можно обнаружить современные приношения – рога оленей. Летом у подножья шаман горы ставят чум оленеводы из ханты-мансийского Саран-Пауля. Мы опять на берегу Печоры, в поселке с интересным названием Кырта. Сегодня здесь проживает меньше 30 человек. Но так было не всегда. История селения связана с добычей полезных ископаемых. Кыртинское месторождение угля было первым в Коми. Добывали уголь здесь открытым способом. Трудились в основном заключенные. В 1957 году из-за нерентабельности предприятие закрыли. Но открыли леспромхоз. Ехали сюда из разных уголков страны за длинным рублем. Одной дружной многонациональной семьей жили представители не только всех бывших союзных республик, но и высланные при Сталине немцы, прибалты, поляки. Поселок быстро рос и развивался. Но в 90-е леспромхоз закрыли. Многие кыртинцы уехали в поисках лучшей доли. Но не все захотели менять Парму на городской комфорт. В поселке остались в основном пенсионеры. Они и поддерживают здешнюю жизнь. Сегодня здесь нет постоянных магазинов. Хлеб пекут сами. Летом раза 3 в неделю к берегу причаливает теплоход. На нем можно добраться до Вуктыла. Но местные туда не спешат. Хотя у многих в райцентре есть благоустроенные квартиры. Здесь, на вольной природе, говорят, лучше. Кстати, местные пейзажи засветились и в мировом кинематографе. В 2011 году в Кырте эстонский режиссер Арво Иха снял мистический фильм «Сердце медведицы». Недалеко от Кырты, на высоком левом берегу Печоры, поселок Усть-Соплеск. Построили его в 40-х годах для лесозаготовки. В советское время здесь был даже небольшой колхоз. Помимо лесопункта в поселке был еще и сплавной участок. Лес отсюда сплавляли в Печору. Сегодня лесопункт не работает. Есть в поселке администрация и почта, проживает около 100 человек. Как мы уже сказали, Усть-Соплеск стоит на высоком берегу. Отсюда открывается прекрасный вид на Печору и Уральские горы, в частности, на хребет Сабля.
уже деревня Усть-Воя. Название говорит, что располагается она в устье реки Воя при впадении ее в Печору. И места, и история здесь не менее интересные и связана еще с одним богатством коми-земли. Рядом с деревней находится Брусяная гора, прочная скальная порода, которую люди издревле использовали для заточки различных инструментов. Еще в XIX веке на берегу Вои было создано производство изделий из брусяного камня. Правда, больших масштабов оно не достигло. От каменной пыли горнорабочие массово заболели туберкулезом. Дело пришлось забросить. Вторую жизнь в Усть-Вое вдохнули спецпереселенцы. В начале 30-х годов XX века сюда привезли невольников из Архангельской и Вологодских областей. Здесь построили точильную фабрику. Бруски и точила развозили по всем уголкам страны. Проработала фабрика до 1962 года. Закрыли ее из-за нерентабельности. Сегодня в Усть-Вое живет лишь несколько человек. Еще одна деревушка среди тайги – Гришестав. Населенный пункт в Троицко-Печорском районе на берегу быстрой реки Сойва. Эта река – излюбленный маршрут туристов-водников. Сплавляясь по Сойве, можно увидеть отроги древнего Тимана и преодолеть быстрые пороги. А еще погостить в деревне Гришестав. Сегодня здесь проживает всего 20 человек, но летом население деревни вырастает в несколько раз, и она становится местом встречи талантливых людей. В Гришеставе с недавних пор проходит экологический арт-фестиваль «Сено», на котором участники строят арт-объекты из дерева и, конечно же, сена. А это у нас в лесу растет наша, это Адонис. Еще одно фестивальное место Троицко-Печорского района –
деревня Еремеево. Старинное селение коми-охотников расположилось на берегу заповедной реки Илыч. Названа деревня в честь своего основателя, охотника-промысловика Еремея Бажукова, который поселился здесь в 1808 году. В честь здешних именитых охотников раз в 2 года в Еремеево проводят праздник охотников – Выралыща-Слангаш. Сюда съезжаются охотники со всей республики и соревнуются в ловкости и меткости. В летнее время добраться до Еремеева можно только на лодке. И если проплыть еще немного вверх по Илычу, то можно попасть в Печора-Илычский заповедник. Еще одно уникальное место нашего края – поселок Якша, где находится администрация Печора-Илычского биосферного заповедника и знаменитая на весь мир ферма лосей. Одомашниванием лесных великанов ученые занимаются уже с 1949 года. Это первая в СССР лосеферма. У каждого лося есть свое имя, на которое он откликается. Животные живут в загоне, кормят их ветками и корой. А еще лосих здесь доят. Так что любой желающий может попробовать лосиное молоко, а также покормить маленьких лосят молоком и ветками. В общем, получить свою порцию лосетерапии. Интересная история происхождения названия поселка. Еще в 16 веке через эти места проходил торговый тракт с Камы на Печору. В районе ручья Якши товары грузили на баржи и отправляли вниз по Печоре. Позже здесь построили Якшинскую пристань, затем поселок. До сих пор на дне реки у былой пристани можно увидеть точильные камни, потерянные давным-давно грузчиками при выгрузке товара. Считается, что название Якша имеет тюркские корни и означает «хорошо». Якши воскликнули татарские купцы, увидев местную пушнину и другие богатства, ведя здесь торговлю. Это восклицание и стало топонимом. А вот название села Ульяново и Ульяновского монастыря произошло от имени коми-девушки Ульяны. По преданию, Троицкий Стефано-Ульяновский монастырь был основан в XIV веке святителем Зырян Стефаном Пермским с целью распространения христианства на Верхней Вычегде.
Ульяна, девушка из верхневычегодских селений, приняла христианство и стала последовательницей Стефана Пермского. Ульяна была красивой девушкой и привлекла внимание противника Стефана, печорского туна Кыски. Кыска украл Ульяну, посадил в лодку и хотел увезти в свои края. Не желая изменять новой вере, девушка бросилась в Вычегду и утонула. Согласно преданию, на месте гибели Ульяны Стефан Пермский и обосновал монастырь. А вы все время. На молодых кедрах уже шишки присматриваются. А вот название села Дон иногда в шутку связывают с испанским титулом. Живут, мол, здесь Доны и Дони. Еще одна версия, что основали это село рядом с Усть-Куломом донские казаки. И сегодня некоторые жители села пытаются найти у себя казацкие корни. Ну и, наконец, третий вариант. Возможно, не такой интересный, как предыдущие, но он кажется более правдивым. Село Дон было основано неподалеку от одноименного озера Дон-Ты и, судя по всему, романтичными людьми. Однажды эти основатели увидели озеро на рассвете. Поверхность воды была красной от лучей восходящего солнца. Озеро как будто раскалилось. «Дон!» – воскликнули жители села, увидев такую красоту. Так и появилось название селения – Дон по коме раскаленный. Еще озеро Дон славится своей лечебной грязью – сапропелем. Здесь его черпать не вычерпать. А вот Картиросский Богородск примечателен тем, что в нем нет крыс, хотя мыши-полевки все же обитают. По коми легенде, крысы съели припасы сильного колдуна Туна Тюва, когда тот присел отдохнуть. Тюва в отместку запретил этим грызунам появляться на берегах Вишеры. С тех пор крысы сюда не ногой. Богородск – старинное коми-село. Находится на левом берегу реки Вишера. Первое упоминание о жителях Вишеры появилось в 1380 году в Вычегодско-Вымской летописи. Конкретно про Богородск упоминания встречаются гораздо позже, уже в XVI веке. Тогда селение называлось Вишерой. Кстати, в коми-варианте село и поныне величают по реке – Вишер. В XIX веке погост Вишера получил двойное название – Вишера-Богородский. Здесь построили церковь Рождества Богородицы. Но со временем от двойного имени осталось официальное название – Богородск и местное – Вишер. Сегодня Богородск – административный центр сельского поселения. Проживает здесь меньше 700 человек. На этом завершим наше небольшое телепутешествие по республике. Возможно, вы увидели уже знакомые места,
А возможно, вы открыли для себя новые и удивительные уголки нашего севера с его прекрасной природой. И в будущем вам захочется туда попасть непременно, уже в реальности.